рады вітаць усіх, хто мае намер накіравацца з намі наперад у мінулае, каб сумеснымі намаганнямі захаваць у часе тое, што з'яўляецца агульнанацыянальным здабыткам. Гэтым выпускам мы завершваем знаёмства з песеннай спадчынай Бялынскага раёна. Вось таким зіхаткім марозным цудоўным ранкам мы прыехалі ў вёску Новасёлкі, што ў Бялынскім раёне. Як заўжды, я пазнаёмлю вас з яе гісторыяй і з тутэйшымі жыхарамі. Ну, а зараз ад Юрася Вашчука я чакаю прадстаўлення ягонага гостя. Всем доброго дня, кому не безразлично наше музыкальное прошлое. Сегодня, уверен, нам предстоят новые интересные открытия, потому что Бялынский район приятно удивляет. Слушаем и выбираем песню вместе с автором и исполнителем Александром Аксютиком. Александр Аксютик мае медыцынскую ваенную адукацыю. Першыя песні напісаў яшчэ падчас удзелу ў школьным вакальна-інструментальным ансамблі. Зараз працуе над дэбютным альбомам. Як я абяцала, тут у вёсцы Новасёлкі я адшукала вось такіх вот цудоўных пявунняў. Давайте з вами знаёміцца. Як завуць? Тамарця Антоніна Матвеевна. А вас? Сахарова Мария Степановна. Выдатна. Мария Степановна, Антоніна Матвеевна сегодня будут нам спевать песни, я так разумею. Стародавние белорусские. Давайте с одной песни можно и почать. Давайте я вам коляду спою. Давайте. На мороз разгорелася, люди рано разгорелася. Да так таточку захотелася, люли рано захотелася. Поедем мужа дыктясю, гости люли рано дыктясю, гости. А и ты тясю, а як таточку, люлей рано, а як таточку. Каб нам колядок не людей, щаток, ай люлей рано не людей, щаток. Мы б наигрышчакана. Вы сами пишете песни. Ну, а вообще обращались когда-нибудь к народному творчеству? Вы знаете, я сам вырос в деревне, поэтому это, наверное, с кровью матери, с кровью отца, бабушки, прабабушки. Это все впиталось во мне и живет до сих пор. И, наверное... Неотъемлемая часть вашей души, и это отражается в творчестве, насколько я понял, да? Конечно. Мы в колбасок наносилися, рано наносилися. Наши праздницы настоялися, люли рано настоялися. Мы б молоденькие нагулялися, люли и рано нагулялися. Так чи не так? Простите. Ой, цудоўна вы спяваете. А вось вы разом живете в одной вёсцы, а вы разом не збираетесь каб песни поспявать? Я вычну. Сейчас уже кто тут збирает? Некто уже збирал. Наши збирались, пели, коляды это, мы встречали, под окнами бегали мы. Там кто скажет, если скажешь, что стой, замуж не выйдешь. Если пошел замуж, выйдешь. Ну, до речи, песня колядная. Мне рассказывали, там, не помню, в какой мы вёсцы были, что у них там вороты здымали, там некуда там кидали на некие дрывы. У вас какие, что вы на коляды, у вас какие звычаи были? Бывало, бобу шубали через страху. Были такие ношовки деревянные, пылали. Чей обутый поперед выскочил из девочек, та поперед замуж пойдет. Ну, у каждого свой обычай. Каждый детка, что сейчас, то и наралство. То есть весело было вам? Конечно. У нас гремела наша деревня от песен. Частушки. Какие у нас были красивые танцы. Па пісьмовых крыніцах вёска Новасёлкі вядомая з 17 стагоддзя як цэнтру маёнтка ў аршанскім павеце.
Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 годзе вёска адыходзіць расійскай імперыі. З 1777 ў Магілёўскай акрузе. Паводле перапісу 1897 у складзе Нешкаўскай воласці. Тут маецца 67 двароў, школа граматы, заездны дом. Ну а мы па-ранейшаму цудоўна бавім час у кампаніі жыхарак вёскі Новасёлкі, што ў Бялынскім раёне. Напишу на паперачку, пушчу і на воду. Ой, плыви, ты паперачка к татковому двору. А у татачки у воротиках калинка стоит. А на той калине, а на той малине всё бялюсенький цвет. Яшчэ ў татачкі у свяцёлачцы, ды бяседа ідзець. Ніхто ж мяне маладзенькую не пьет, не обсмяет. Ну, вот песня тронула, действительно. И исполнение, стоит отметить, по-моему, замечательно, да? Отличное звучание, конечно. И вы знаете, я бы, наверное, добавил, ведь это те люди, которые, наверное, жили в то время, когда было совсем нелегко. Поэтому они пели о том, что они видели, то, что они делали и как они это чувствовали. Ой, не смейся ж ты, молодый дворянин, каля майго дитяти. Ой, не смейся ж ты, молодый дворянин, каля майго дитяти. Утратил ты жонку молодую и с детёночком, а яшчэ к тому коня вороного, ды сядёлочкой. Напишу на паперочку, пушчу и на воду. Ой, плыви, ты паперочка к татковому двору. Вот песню, которую я исполняю, это песня моей мамы. И я ее запомнила, и когда были мы маленькие, и у нас много было в семье, была война. Мама нас ложила на это, ложились спать вперед, и мы сюда просили эту песню в Пети, на нам почти каждый раз. Вечер уже начинается, или партизан пугали, и минометом лупят сюда у нас, это километра за 4. Минометом стреляют, правда, не у хаты, а что-то так. И мы... Мама нам пеет песню это, и мы тогда засыпали. Заломлю я калину, заломлю и закину, за реки мужем все это пьянит, где пойду, там закину. А уже свет расцветая, динозорку займая. А мой миленький, олупчезенький коника седлая, а и у поля калина коло реки стояла. Ой, неверная ты мне, парочка, только свет завязала. А я нагадаю, мы па-ранейшаму вёсцы Новасёлкі, што ў Бялынскім раёне Магілёўскай вобласці. Дарэчы, у 1931 годзе тут быў арганізаваны калгас «Ударнік». З 2 ліпеня 1941 вёска акупаваная фашысцкімі войскамі. Першымі ахвярамі захопнікаў сталіся дырэктар сямігодкі Панцялеев, старшыня калгаса рогаўцаў ды яшчэ 4 вяскоўцаў, якіх расстралялі ў жніўні 41-га.
пойду я лугами долиною, ды заламаю калину с малиною. Я кину рину под дворочок, а ён спознае, что это мой слёдочек. Знать мое дитя, великое гора знае, что оно ко мне у гостики не идеть. А узыди, зорочка вечерняя, ой, приди, дочушка бездольная. Зорочка узышла, всё поля освятила, дочушка пришла, во двор я освятила. Ой, як я пойду лугами долиною, ты заламаю калину с малиною. Вось так гостинно сустракаюць нас тут у вёсцы Новоселки Бялынскага района. Я хочу рассказать. Ну, я схвачу, хоть это тоже историю надо писать. Я выходила замуж в 26 годов. Ну, уже во взросте, скажем так. Да, во взросте. А потому я боялась выходить замуж. Я в свои юные годы, прекрасные годы, серьезно болела. Я лечилась 2 года. Я поехала к сестре, моя сестра в Казахстане. Ну, я встретилась с таким прекрасным мужем. С казахом? Нет, молдаванин он. Симпатюга таки он. Ну, и вышла я замуж там. А брат мой служил в армии, и мама оставалась одна. И он как бы нас просил, у вас ребенок будет. Ну, и мы приехали с ним, стали жить. Одним словом, я не обижаюсь на свою судьбу. Мы любили друг друга. Ну, может, в каждой семье бывает что-то такое было и у нас. А у меня была любовь с первого взгляда. Ага. Она, кажется, в 26, а я в 25 шла замуж. А сына родила первого в 26. 10 детей, ну одного уже зятя нема. 11 внуку и 11 правнуку. Ого! Так что тоже нелегкую жизнь. Родилась я тоже у бедной селянской семьи. Мама была вдовой, папа я своего не помню. Помню только одни похороны. Як ти казав, у 4 родилася, на все діло згодилася. Я і у кота, і у барони бігала, і хлопці, як ворони. Умела все делать тоже. Гости мои вы любовые, гости вы любовые, чем я вас частовать буду. И горох не молочен, и горох не молочен, чей на ток не волочен. Чичавіка де в копах ляжить, чичавіка де в копах ляжить, риболови де на возері. Риболови де на возері, риболови де на возері, п'ють яни де гарелочку. П'ють яни де гарелочку, п'ють яни де релачку за красную девочку, за красную девочку, за красную девочку, всю же эту неделечку.
А я працягваю знаёміць вас з гісторыяй вёскі Новасёлкі, што ў Бялынінскім раёне. Дарэчы, ў 1977 годзе да вёскі былі далучаныя пасёлкі Дуброўка і Саяніца. Праект планіроўкі і забудовы Новасёлак распрацаваны ў 1979 годзе інстытутам Магілёў грамадзян праект. У нашыя часы тут маюцца школа, сад, бібліятэка, дом культуры, камбінат бытавога абслугоўвання. Новасёлкі радзіма заслужанай настаўніцы Беларусі Ганны Кузьмінічнай Севярнёвай. Ну а калі вы далучыліся да нас толькі зараз, хачу вам паведаміць, што сёння нас гасцінна сустракаюць жыхаркі вёскі Новасёлкі Бялынінскага раёна, што ў Магілёўскай вобласці. Спорная няделька и настала, спорная няделька настала, Ганночка подружек. И назвала Ганночка подружек, позвала, посадила на их, вокруг себе посадила на их, вокруг себе. Бывай, бывай, моя мамочка здорова, ай, бывай, бывай, моя мамочка здорова. Ой, подпала мне с Украиночки дорога, ой, подпала мне с Украиночки дорога. Ой, не плачь, моя мамочка, ты по мне. Ой, не плачь, моя мамочка, ты по мне. Я тут родилась, у Новосёлка, тут прожила, тут в общем шел ко мне, Тоня, как кажется, привезла, а мой сам. Вот деревня Личинка был из этой Личинки. Дорогая моя, ну тогда что, если посадили нас молодых, ну тогда же який был каравай, ну булка спечена, матка хростная, цвет сделанный. Ну где ж, проберите, матуша-то поставила каравай, пока тут молоду недели, шибку вытягнули и каравай-то его. Каравай-то и украли. Матуша-то на завтра одета, что ж мне делать? Скажу, ладно, матуша, не волнуйтесь. Пошла другие печь. Ай на дубчику два голубчики, ай рано два голубчики. Яны бьются, дерутся, да и за лобку, ай люли, рано да за голубку. Кому голубка, кому крылька, ай люли, и рано кому крылька. Кому голубка бруковать, будяй люли, и рано бруковать будя. Кому крылька ты летать будя, люли, рано ты летать будя. Кому голубка набрукуется, ли рано набрукуется. Кому крылька налетает, люль, и рано налетается. Ай на улице два молодцы, люли, рано да два молодцы. Яны бьются, дерутся, все из-за девочку, ай, люль, и рано все из-за девочку. Кому девочка, кому перстенки, люли, рано кому перстенки. А вот такая песня, Александр. Кстати, внимательно я очень прослушал ее. Тема любви. Вот она так вот завуалирована, красиво, но проходит вот пронизана просто красной нитью через всю эту песню. Я рад, что мы
все-таки определились с песней, и вижу, как вы реагируете, и как вы реагировали, когда мы слушали эту песню. Однозначно, что вам понравилось. Цудоўная песня. Дякую, да, вам за песни, дякую за ваши ясные и зихаткие вочы. Ой, здоровья вам моцнага. И вам тоже спасибо. Як вы спяваете, это просто цудоўна и непаўторна. Дякую. Вось такие цудоўныя гасцінныя жанчынкі сустракалі нас тут у вёсцы Новасёлкі. Мы записали выдатны музычны матэрыял, мяркую, што Юрасю Вышчуку будзе з чаго выбіраць. Я ж мушу з вами развітацца, убачымся наступным разам. Чудесная, наполненная метафорами песня «Ой, на дубчику два голубчики» получит второе дыхание в рамках нашего проекта. Не теряем времени, начинаем запись. Ай, на дубчику два голубчики, ой, люли, два голубчики. Я просто так вот прочувствовал вот, и представил даже вот этих и птиц, вот этих голубей, да, вот, и вот эта тема интересная, именно которая, ну, наверное, для всех возрастов она актуальна, то есть тема любви. Во, все, дальше не поем. Пока только это. Сейчас не думай о мелодии, все там нормально у тебя. Попробуем. 2, 3, раз, 2, 3. Кому крылья налетаются, ой, люли, налетается. Кому галка набрукуется, ой, люли, набрукуется. Профессионально, конечно, я ранее не занимался аранжировками, поэтому для меня, конечно, это очень интересно, вот что-то новое, вот такой эксперимент, может быть, провести вот впервые в жизни, вот поэтому я очень благодарен тому, что вот предоставляется вот такая возможность. Итак, друзья, вы смогли наблюдать, как заново оживает песня в современной трактовке. На данный момент она окончательно готова, и я могу вам предложить ее оценить. Слушайте исполнение Александра Аксютика. Я же говорю вам пока. Ай, на дубчику два голубчики, рано два голубчики. Дорогие женщины деревни Новосёлки, хочется вас поблагодарить за то, что вы сохранили вот эти песни, вот, которые, наверное, еще ваши бабушки, прабабушки пели. Хочется пожелать вам здоровья, чтобы вы еще долго жили, чтобы вы долго спевали. Ай, на дубчику два голубчики, ой, люли, два голубчики. Яны бьются, да и за голубку, ой, люли, да и за голубку. Кому голубка, кому крылька, ой, люли, кому крылька. Кому голубка бруковать будет, ой, люли, бруковать будет. Ой, голубка, девочка, ой, голубка, девочка, ой, голубка, девочка, ой, голубка, девочка. Кому крылья ты летать будет, ой, люли, ты летать будет. Кому голубка набрукуется, ой, люли, набрукуется. Кому крылья налетается, ой, люли, налетается. А на улице, ай, два молодца, ой, люли, ой, два молодцы. Ой, голубка, девочка, ой, голубка, девочка, ой, голубка, девочка, ой, голубка, девочка. Пьяны бьются, все из-за девочки, ой, люли, все из-за девочки.
Кому девочка, кому перстеньки, ой, люли, кому перстеньки. Кому девочка, ты и жить буде, ой, люли, ты и жить буде. Кому перстеньки ты носи,